Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Организация отдыха и оздоровления детей проводится в рамках государственной программы развития образования Республики Саха-Якутия на 2020-2024 годы и на плановый период до 2026. Как складывается ситуация в целом и в частности, как этим летом смогут отдохнуть школьники, поговорим сегодня. Гостья у нас в студии – это Яна Иванова, региональный оператор летнего отдыха детей, директор Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый Бор». Яна Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Рад приветствовать вас в нашей студии. Ну и, наверное, самый главный вопрос, с которого мы начнем. Сколько лагерей будет работать в Якутии этим летом, в этом году? Спасибо за вопрос. Лето у нас сейчас в самом разгаре. И, значит, мы запланировали работу 555 лагерей. Значит, из них 80% это лагеря дневного пребывания, то есть лагеря при школах, 47 загородных круглосуточных лагерей, 45 лагерей труда и отдыха и 30 лагерей палаточных, в которых отдохнут более 55 тысяч детей от 7 лет до 18 лет. Мы очень долго готовились, как закончилось лето прошлого года. Значит, межведомственная комиссия при правительстве начала сразу подготовку к лету 2024 года. Работа была большая, организационная. Это и школа подготовки вожатых, это и подготовка медицинских кадров, это подготовка программ, которые будут, значит, у нас действовать во всех наших лагерях. Ну и на сегодня, на 25 июня, сегодня открыты 474 лагеря. В них отдыхают более 26 тысяч ребятишек. Значит, мы начали работу 5 июня, это лагеря при школах, и с 15 июня начали загородные оздоровительные лагеря. Ну, далее пошли лагеря труда и отдыха, палаточные лагеря, поэтому сейчас лето в самом разгаре. Это здорово. О программах, которые в лагерях будут реализованы, мы обязательно поговорим чуть-чуть попозже. Давайте вспомним тему организации отдыха детей за пределами республики. Насколько я знаю, это тоже довольно-таки такой серьезный пласт работы. Чуть подробнее об этом. Да, в этом году за пределами республики у нас отдохнут около 16 тысяч ребятишек, тоже с 7 лет до 18. Из них организованные группы по линии нашего Министерства образования и науки – это 2200 детей. Из 2200 детей 174 ребенка они отдохнут по федеральной программе «Дети Арктики» из 13 арктических районов. Значит, это дети участников специальной военной операции, 960 детей у нас отдохнут в Краснодарском крае. Ну, значит, это и дети, которые попали в трудную жизненную ситуацию в связи с паводком. Это дети Намского района, который очень сильно пострадал. Это дети Алекминского района, Нюрбинского района. Ну и дети всей республики. Ну, вот что касается, как раз-таки хотел и уточнить о детях, пострадавших от паводка, и детях участников военной специальной операции. Они только за пределами республики или как-то на выбор можно будет выбрать трудовой лагерь? Что предлагается именно вот этим ребятишкам? Детей у нас, участников специальной военной операции, в этом году в лагерях отдохнут 3500 детей. Из них где-то 2000 они отдохнут в наших муниципальных лагерях, значит, и в лагерях городских округов. Значит, где-то 700 ребятишек отдохнут в наших государственных лагерях. Это Сосновый Бор, Кескиль, это Энергетик, санаторий Чебдик, Сирустара. И, значит, 960, как я сказала, они отдохнут в Краснодарском крае, в загородном лагере «Созвездие». Буквально недавно, на днях, прилетела делегация Министерства образования и науки, которая проверила условия проживания в лагере «Созвездие». Мы очень рады, что действительно они достаточно хорошо подготовились к приему наших детей. С нашими детьми работает Белгородский педагогический отряд Белгородского
университета, которые также прошли очень тщательно хорошую школу подготовки вожатых. У них отличное пятиразовое питание, подаются свежие фрукты, овощи. Питание действительно соответствует тем калориям по возрастам наших детей. У них свежий ремонт, это очень видно. И территория лагеря достаточно обширная, порядка 15 га, где прорастают южные, растут деревья, зеленые, в основном краснокнижные. У них свой галечный пляж. Рядом с пляжем имеется бассейн, то есть дети могут выбрать, они 2 раза по Санпину они купаются. У них очень интересная также образовательная программа, которую они подготовили. И, значит, с ними проживает инспектор полиции по делам несовершеннолетних. С ними также совместно проживает школьный психолог. И, что немаловажно, с ними проживает представитель нашей республики, который поехал в качестве сопровождающего. Очень сильно захотелось поехать в этот лагерь, честно скажу. Ну, наверняка спрос на детский отдых у нас в республике очень большой. Хватает ли лагерей? Все-таки цифры вы назвали серьезные, большие, но тем не менее. Хватает ли комфортабельных, комфортных? Какие, может быть, запланированы мероприятия по увеличению, скажем так, количества лагерей? И в частности, хотелось уточнить у вас, на каком этапе строительства круглогодичного лагеря «Полярная звезда», который должен стать прям центром детского отдыха вообще на высочайшем уровне. Ну, знаете, в нашем субъекте очень пристальное внимание наше правительство, руководство уделяет именно детскому отдыху. И я уверена, вот в скором времени, не уверена и даже знаю, наш детский отдых, он изменится в совершенно лучшую сторону. Ну, понятно, загородные базы сейчас у нас, ну, как и в России, наверное, в других регионах, где-то 60-70% это ветхие базы. Но, значит, в России стартовала несколько лет уже программа восстановления, реконструкция именно таких загородных лагерей. В этом году мы, как субъект, тоже примем участие в данном конкурсе и хотим заявить 2 наших сильных лагеря. Это лагерь «Спутник» городского округа Якутск и, значит, лагерь загородный в Амгинском районе. Очень хочется, значит, чтобы, конечно, мы выиграли, и тогда в 2 данных лагерях за счет федеральных средств будут построены быстро возводимые конструкции. Действительно, это будут очень современные условия. Ну и по «Полярной звезде» очень приятно, что у нас тоже в скором времени, значит, войдет в строй суперсовременный детский лагерь отдыха и оздоровления детей. Он будет находиться на Табагинском мысу, значит, в районе кластера туристического кластера «Северная мозаика». В год он будет принимать более 5500 детей. В смену одновременно 350-400 детей. Это суперсовременные условия, где будет детям предложено и общее непрерывное образование, и также дополнительное образование. Будут различные тематические, профильные смены с разными социальными партнерами, и все это будет влиять, конечно, на успешность наших детей. Ну, давайте вернемся к тому, о чем мы говорили в начале, что была очень тщательная подготовка и разрабатывались различные программы. Вот вы сейчас говорите разная профильность. А какие все-таки направления делается основной упор в этом году, в частности, ну, в Сосновом Бору у нас? В Сосновом Бору и не только в Сосновом Бору уже, значит, который год мы идем и все работаем по 12 направлениям движения первых. А в этом году в нашем лагере «Энергетик» стартовала смена «Время героев». Они работают по федеральной программе, значит, «Воин». Также их обучают по 7 направлениям очень опытные инструктора. Это спортивно-патриотический военный лагерь. Значит, помимо военного дела
им преподают даже управление беспилотными летательными аппаратами. И, в частности, такой, значит, предмет, как тактическая медицина. Значит, ну, далее данный предмет уже перейдет в школы, и неплохо началась данная смена. Вот есть еще одна особая категория детей, это дети с ограниченными возможностями здоровья. Расскажите, что предлагается для них, какой отдых они могут получить в этом году? Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды в этом году, значит, пройдут инклюзивные смены в 14 лагерях. Мы охватим где-то 700 ребятишек разных нозологий. Вот 19 июня, буквально недавно, при школе коррекционной с тяжелыми нарушениями речи открыли лагерь «Калибри». Значит, смену будут отдыхать 60 детей, 2 смены, значит, 120 детей. И такие инклюзивные смены, они, лагеря, работают при специально коррекционных учреждениях. Это в Алданском, Мирнинском, Нерюнгринском, Сунтарском, Нюрбинском, Улусах. Поэтому эти смены сейчас, они вообще инклюзивное образование, инклюзивный отдых, он идет красной линией в системе отдыха и оздоровления детей. И я думаю, дети, значит, получат и заряд, и навыки социализации в обществе. Поэтому эти смены у нас такие есть. И к таким детям очень пристальное внимание. И у нас в Сосновом Бору где-то 3-я смена, время первых, мы также планируем оздоровить вот такую категорию детей. Ну вот по программам я еще забыла сказать, что движение первых, оно принесло очень много для лагерей. Да? Это и, значит, дни единых действий, всего их 10. Дней единых действий, у нас единая воспитательная программа, поэтому уже не надо изобретать велосипед. Все мы работаем по тем методическим рекомендациям, которые спускает нам Министерство просвещения Российской Федерации. Идут разговоры о важном, о главном, да, о важном мы говорим. Идет церемония поднятия государственных символов. Каждое утро поднимается, значит, флаг Российской Федерации, Республики Саха, исполняются гимны. То есть это все в комплексе дается нашим детям. И духовно-нравственное, и патриотическое, и в целом воспитание, значит, вот в такой неформальной обстановке в наших лагерях. Ну, можно констатировать, значит, что у нас детский отдых переживает второе рождение и колоссальное развитие. Да, да, да. Яна Николаевна, что ж, огромное спасибо вам за эту беседу. Вам плодотворной работы, ну а нашим детям отличного отдыха этим летом. Спасибо большое. Это была программа «Актуальное интервью» об организации детского отдыха в Якутии в этом году. Мы говорили с нашей гостьей Яной Ивановой, региональным оператором летнего отдыха, директором Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый Бор». На этом наша программа завершена. Я с вами прощаюсь.